Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок на тему состав руды и получение металлов. 21 параграф, 4 четверть. Итак, поехали. Ключевые слова сегодняшнего урока: руда, минералы, сплавы, добыча руд и получение металлов. Наша планета Земля содержит различные виды руд, которые состоят из металлов. Конечно, в природе они встречаются в самородном состоянии. Например, как видите на рисунке 45, это медь, золото, серебро. Они все в самородном состоянии. Раскопки археологов, именно золото, серебро были теми металлами, с которыми впервые столкнулся человек на пути земной цивилизации. Вы знаете, золотой, медный, бронзовый, железный век. Вот все они исходят из этих металлов. И давайте рассмотрим 46-ю картину. Что здесь изображено? Это у нас нахождение металлов в природе. Вообще все металлы, которые имеются у нас на Земле, это сколько существует Земля, столько существуют и металлы. Все металлы — это элементы, составляющие окружающую нас природу. В данном картине алюминий занимает большую часть. Феррум — это у нас железо. Это уже 4,1 часть. Кальций у нас 4,1 часть. Кальций и железо у нас в одинаковом количестве. Натрий 2,3. Далее у нас магний 2,3 также. Калий у нас 2,1 и титан 0,56. Ту часть у нас занимает эти металлы. Итак, но большинство металлов у нас встречается еще в составе минералов и руд. То есть не просто сами, а в составе именно. Например, это алюминий и железо в составе оксидов. Какие-то оксиды: алюминий 2О3. Вы с ними уже знакомы. Феррум 2О3. Все эти оксиды у нас встречаются у нас в природе. Это боксит, еще может быть железняк, галлит. Все это видите на 47-й картине. А как их добывают? Они сначала добывают руду, как вы видите на картине. Затем его измельчают, нагревают, проводят сложные химические процессы, пропускают через электрический ток. Затем некоторое время полученный расплавленный алюминий разливают по этим специальной формы, да, как видите на рисунке. Именно так образуются изделия из этого металла. Кроме чистых металлов, человек использует и сплавы металлов, к самым важным из которых следует отнести сталь, чугун, бронзу и другие. У нас в стране, в республике, построено много заводов по производству металлов и сплавов. Это у нас находится в Павлодаре, Жезказгане, Балхаше и другие. Теперь давайте рассмотрим вообще, что такое у нас руды. Рудами называют минералы и горные породы, содержащие металл и их соединения, из которых технически возможно и экономически получить чистые металлы. А способ получения руд занимается металлургия. Это наука о промышленной добыче металлов из руд. Чтобы получить металлы из руды, нужно осуществить восстановление катионов металла. Все эти способы можно разделить на пирометаллургические и электрометаллургические. Пирометаллургия — это восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью углерода, оксида водорода, металлов алюминия и магния. На рисунке вы видите цех пирометаллургического производства. В первую очередь у нас идет восстановление металлов из их оксидов с помощью углерода или оксида углерода. Они называются у нас карботермией. Например, олово восстанавливают из оловянного камня углеродом. Как видите, его реакцию
СНО2 плюс С. Да? И следующее у нас медь восстанавливают из куприта оксида углерода. Вторым купрум 2О плюс СО. Образуется у нас купрум плюс СО2, выделяется газ. Следующее у нас восстановление металлов из их оксидов с помощью металлов. Называется именно металлотермией. Например, хром-2О3 – это оксид хрома. Добавляем мы алюминий. В итоге при воздействии температуры получаем хром плюс оксид алюминия. Это называется алюминотермией. Именно берем оксид хрома трехвалентного. Окей, да? Следующий. Титан. Восстанавливает из оксида титана четырехвалентного. Восстанавливает его именно магнием. Титан О2, если он четырехвалентный, крест-накрест, титан О2 плюс магний. При воздействии температуры получаем титан. Выделяется сам металл. И плюс оксид магния. Как видите вы на картинке, это у нас первая реакция оксида хром, вторая реакция оксида титана. Итак, следующее – это восстановление металлов из их оксидов с помощью водорода. Как его восстанавливают? Например, вольфрам из оксида вольфрама. Вольфрам О3 плюс водород. При воздействии температуры выделяется вольфрам и вода. Следующие руды можно предварительно подвергать обжигу, то есть кислородом. Также имеется на картине. Итак, электрометаллургия – это восстановление металлов из растворов или расплавов их соединений. То есть в процессе электролиза за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая самопроизвольно не может идти. Это у нас вот восстановление активных металлов электролизом, натрий, хлор, электролиз, натрий, их разделяют на два металла, натрий плюс хлор-2, это у нас газ. И восстановление металлов средней активности и неактивных металлов. СН-хлор-2, также электролизом, СМ плюс хлор-2. Понятно, да? Это у нас. На этом урок закончен. Пока-пока.